У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься? Эти знаменитые строчки из стихотворения Владимира Маяковского сейчас актуальны для выпускников всей страны. Несмотря на то, что до конца учебы осталось совсем немного времени, большинство старшеклассников еще не определились с выбором будущей профессии. Для них устраиваются дни открытых дверей в вузах республики. Часто мы слышим от поступивших в наш университет, что их привлекли в нашем вузе дружелюбная и уютная обстановка. Для абитуриента 2013 года организаторы старались раскрыть жизнь университета во всех красках. Учебную и научную работу демонстрировали факультеты и институты в холле второго этажа и в Белом зале. Экспозиции не ограничились традиционными буклетами и брошюрками. У стола Института педагогики желающие стать профессиональными музыкантами могли сыграть на инструментах и получить оценку педагогов. Тут же развернулась небольшая лаборатория, где испытуемым мог стать любой желающий. Аппарат активациометр мы проводим экспресс-диагностику небольшую на ведущую руку. То есть выясняем, какое у наших абитуриентов будущих преобладает мышление. Есть два вида мышления, это творческое и логическое. Тут около 80 методик на самом деле. Мы показываем очень мало. У нас на факультете намного больше аппаратуры. Тут видно вот на баннерах. А такого старшеклассники точно не ожидали увидеть. Перед ними стояла сама Оксана Савченко. Я пришла в педагогический университет, я не знала, на какой факультет я хочу поступать. Вот выбирала между психологией и другими факультетами, но тут я наткнулась на факультет физической культуры. Сама я занимаюсь баскетболом, поэтому меня очень заинтересовал этот факультет, и я хочу туда поступать. Привлекло то, что это, во-первых, перспективный университет, и факультет хороший, и деканы, и тренера хорошие, и все отлично вообще. Кроме того, абитуриенты и их родители могли проконсультироваться по вопросам приемной кампании 2013 года, записаться на репетиционный ЕГЭ, пройти компьютерное тестирование по материалам ЕГЭ «Проверь себя», профессиональную диагностику, профориентатор и всевозможные тренинги. И какое же событие без визитной карточки университета – концерты студентов БГПУ. Самые лучшие коллективы Центра творчества демонстрировали абитуриентам, какой насыщенной и творческой жизнью они смогут жить, поступив к нам. Как сказал ректор Раиль Асадуллин, в жизни человека есть два выбора, сделав которые важно не ошибиться. Это выбор спутника жизни и профессии. А выбрав наш вуз, невозможно совершить ошибку, ведь мы готовим специалистов широкого профиля. Без сомнения, гостям БГПУ больше всего запомнился фестиваль спорта народов мира, в котором принимали участие студенты вузов столицы со всех уголков мира. Команды из Африки, Азии, Мадагаскара, Турции, сборная команда «Араб». Студенты БГПУ боролись в мини-футболе за кубок с Буццей. Таких позитивных моментов ожидается еще очень много в жизни будущих студентов. Учителя, спортсмены, художники, музыканты. БГПУ готовит будущую элиту страны. Кем станешь ты? Выбор за тобой. Книгу переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус.